Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшняя тема нашей передачи звучит так. Всеабхазский сход 1931 года. Автономия вместо коллективизации. Из истории нам известно, коллективизация по-сталински уничтожила российское крестьянство. В Абхазии же не было массовых репрессий, и это, безусловно, заслуга главы государства Нестора Лакоба. Какую же цену пришлось заплатить за это народу Абхазии? Об этом и не только рассуждают абхазские историки. Мы знаем, какую роль играли и играют сходы, абхазские народные сходы в истории Абхазии, в политической жизни. Это известно с древних времен, средних веков. И можно сказать, что и в советское время сходы как бы обрели второе дыхание. И наиболее известный из таких сходов – это многодневный общенациональный сход 1931 года, который проходил с 18 февраля по 26 февраля 1931 года. Но его можно сравнивать, можно только, может быть, с недавним сходом, тоже многодневным, который был вот у нас в 2014 году, 27 мая. И просто напрашивается такая аналогия, конечно, вот, то, что касается многодневности. Лакоба Станислав Засимович, историк-кавказовед, известный политик, литератор, профессор АГУ, лауреат Госпремии имени Гулия, автор Лыхнинского обращения 1989 года, главный редактор и соавтор учебного пособия «История Абхазии». Ряд лет работал корреспондентом газеты «Советская Абхазия», затем ученым-секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Окончил заочную аспирантуру под руководством профессора Дзидзария. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Абхазия в годы Первой Российской революции». Работал в Абьяли имени Гулия научным сотрудником, зав. Отделом истории, ведущим научным сотрудником. В качестве приглашенного профессора занимался научной работой в Центре славянских исследований Университета Хоккайдо, где издал 2 книги: «Круг научных интересов. История и культура народов Кавказа. Мировая и региональная политика. Восточная поэзия и литература». Автор более 100 монографий и книг, статей и очерков. Разный подход всегда был к этому сходу. В основном историки наши советского периода освещали этот сход как антиколхозный. Ну, на самом деле, в документах известных везде проходит красной нитью, что он был направлен против колхозного строительства, что абхазцы выступали против, что их это раздражало. И сам Нестор Лакоба был против колхозов. Это общеизвестная вещь. Он, в принципе, этого не скрывал. И потому эта проблема, она буксовала в Абхазии очень долгие годы. Вот. Хотя колхозное строительство в Абхазии началось в 1928 году, но в форме таких товариществ по совместной обработке земли, поселковые товарищества. И почему вот сход этот называют 1931 года Дурипшским? Потому что именно в Дурипше он состоялся. Почему в Дурипше? Потому что в Дурипше впервые началось это колхозное движение. Вот. Но, как я уже говорил, Нестор Лакоба был категорически против. Он говорил, что у нас кулаков нет, что у нас все равны и все такое прочее. Вот. И учитывая, что он был приближен к Сталину в этот период, и очень часто они беседовали и говорили на эти темы, в частности, в 1929 году. И даже известное письмо Сталина есть от октября 1929 года, где он говорит, что все мы знаем слабости Лакоба, что он иногда не подчиняется партии, что он опирается на все слои
абхазского общества, что это не большевистский подход, что это неправильно, но вместе с тем он, видимо, прав в том, что нельзя русские образцы жизни и реформ переводить на абхазские, где есть свои особенности. Это Сталин говорил в 1929 году. А вот уже в 30-31 годах Сталин, видимо, начал требовать, чтобы все же коллективизация была как-то проведена, несмотря на все ухищрения и все такое прочее. Но я в свое время тоже обратил внимание, что вот чисто и хронологически все это совпадает как раз со следующим периодом, когда вот договорная ССР Абхазия была преобразована в автономную республику. И именно по датам, по срокам, но 18-26 февраля. Мы знаем, что 11 февраля 1931 года собрался 6-й съезд Советов Абхазии, вот, на котором был поставлен этот вопрос, хотя заранее абсолютно не было сказано о том, что предварительно, как это обычно, не объявлялось о том, что Абхазия там преобразуется в автономную республику. Все это произошло спонтанно, очень неожиданно. Вот, и даже Лакоба сказал, что вопрос этот решен, там, и не надо там обсуждать его и все такое прочее. А дальше вот 6-й съезд Советов Грузии тоже принимал эту повестку, понимаете? И 6-й съезд он начался 19 февраля. Но начиная с 14 февраля Лакобы уже не было здесь. Он уехал в Тбилиси на этот съезд. И именно 14 февраля, вот как пишет в интересной своей работе академик Куправа из истории абхазской традиции «Народные исходы», она вышла в 1998 году, ну, он, в общем-то, соглашается с тем, что в свое время мною было сказано о том, что не случайно это совпадение, и в подтверждение приводит факт, что 14 февраля в Лыхне на похоронах у некого Тарнава собралась инициативная группа, и инициативная группа решила провести сход в Дурипш, то есть именно в Лыхне, когда Лакоба нет здесь, понимаете? Потому что поставить вопрос о колхозах, видимо, было менее кощунственно, чем поставить вопрос о том, что мы не хотим быть в Грузии. То есть здесь такая завуалированная форма борьбы, протеста была. Но можете себе представить, во главе государства Сталин, во главе ГПУ Берия, Орджоникидзе, в Тбилиси ясно какое руководство. И учитывая его близость к Сталину, он просто, наверное, и не мог как-то по-другому себя повести, зная, чего хочет вождь. А чего он хотел, мы уже говорили с вами в 1921 году, когда Абхазия была независимой, он ее называл автономией. Совершенно ясно. И создается такое впечатление, что в 29-м, 30-м году, 31-м неоднократные встречи и разговоры были у Сталина с Лакобой на тему коллективизации и вообще будущего политического будущего Абхазии. Какой будет республика, какой будет Абхазия. И вот я хочу сказать о том, что 18 февраля, за день до открытия грузинского съезда, начинается Дурипшский сход. Причем принимают в нем участие очень известные люди, такие как Ахмад Гидзба, такой, потом Осман Будба, Сит Эбжноу. Сит Эбжноу — это вообще был уникальный человек, оратор. О нем очень много пишут. И в частности, вот есть воспоминания Мушни Хашба. Он описывает небольшого роста рыжий человек, который прекрасно, великолепно настолько говорил. А он был, пожалуй, самый близкий человек Нестора Лакоба. Когда в Джирхвах создавали дружину Киарас, он был один из первых, кто туда вступил. И как бы предваряя события, хочу сказать, что он именно тот человек, то есть он не подвергся репрессиям все же. Он дожил благодаря Лакоба до 1937 года, когда в Абхазском драмтеатре шел процесс над лакобовцами, 13. Он был одним из тех, кто проходил там и был расстрелян среди 10. 3 получили тюремное заключение, а он был один из 10. Это я так говорю о том, что именно тогда тоже это обвинение ему было, именно Дурипшский сход. Но собралось очень много людей. Требования были какие? Конечно, говорили о том, что вот хотят там, пошили одеяло 60 или 80 метров, и всех женщин сгоняют, и хотят, чтобы теперь в колхозе под одним одеялом все спали. Вот такие всякие непонятные вещи, конечно, это абхазцев очень возмущало.
Я сразу вспомнил, как чиновник Черепов, когда приезжал в 1866 году, он примерно такие же вещи говорил абхазцам, и это вызвало опять бунт, понимаете, колоссальный. Лакоба, как я сказал, вот с 18 по 26 проходили и в Лыхне, и в Ачандарах, и в Ванухве проходили сходы. И потом это движение перекинулось на Абжуйскую Абхазию. И даже туда послали Самсона Чанба и Чочуа, чтобы они остановили эти сходы в селу Атара и в селе Кутол. То есть это уже становился такой всеабхазский сход, протест на самом деле. Вот. Берия был очень взбудоражен ГПУ, и 24 числа он приезжает в Абхазию вместе с Лакоба, с другими, но с ним еще секретарь ЦК Грузии Мамулья такой. Они приезжают, причем перебрасываются силы, перебрасываются войска. Вот хотел сказать, что очень интересная работа вышла в Российской академии наук в 2012 году. Протестное движение в СССР. В скобках 1922-1931 годы. И здесь очень интересные идут описания. И вот что я вам хотел бы сказать. По донесениям ОГПУ из Тифлиса сообщалось, что движение приняло характер открытого вооруженного выступления против советской власти. Даже не говорят против колхозов, против правительства советской власти. Комсомольцам им не давали слова вообще, хотели арестовать. С самого начала на сходе было решено обсуждать все вопросы без участия представителей власти. Содержание выступлений крестьянских ораторов сводилось к следующему. Колхозы не хотим и никому не позволим их организовывать. Колхозы загубили Россию, теперь загубят и Абхазию. Лучше выселиться в Турцию, колхозы есть траур для абхазцев. Пока мы не добьемся снятия этого траура, не сложим оружие. За советскую власть мы боролись все. Теперь нас делят на кулаков, середняков и бедняков. Верхушка схода предложила обезоружить и арестовать партийцев и комсомольцев, окружить место для схода и образовать повстанческий отряд. Многие пришли на сход с оружием. 24 февраля в Гудауту выехали председатель Закавказского ГПУ Берия и секретарь ЦК Компартии Грузии Мамулья. Тогда же в Сухум были срочно переброшены 240 штыков 8-го полка, дополнительно еще 95 штыков и 2 бронемашины из Гянджи, то есть из Азербайджана. Вот здесь даже обращает на себя внимание 8-й полк, он, видимо, карательный. Вы помните, 89-й год, события, так и назывался 8-й полк. Видите, вот какая традиция. Именно тогда, когда Абхазия, в общем-то, была введена в состав Грузии в качестве автономной республики. Это на самом деле удивительный, уникальный, в общем-то, материал, который сегодня мы можем привести. Есть также очень интересные сведения, причем свидетели этих событий, очевидцев. Вот в 1951 году в Мюнхене вышел такой вестник Института по изучению истории и культуры в СССР. И здесь автор, некий С. Данилов, помещает довольно большой очерк трагедии абхазского народа. Он описывает эти события все. Понимаете, описывает, что происходило. Он говорит о том, что во главе восставших вдруг мать Нестора была. Причем очень много женщин. В Ачандарах порядка 400 женщин было. Более 2000 мужчин собралось. Причем это вооруженные в Ачандарах, где они пошли и клятву давать. И там возник вопрос, кто будет давать клятву, потому что клятву дали дурившцы и лыхненцы, а ачандарцам сказали, вам, мол, не надо. И там, в общем, большие были такие в этом плане разногласия, но женщины вообще сыграли огромную роль. И вот благодаря тому, что мать Нестора Шахусна распустила волосы и вместе со всеми восставшим народом пошла на, так сказать, где стояли солдаты 8-го полка, они вынуждены были, в общем, отменить приказ о расстреле и все такое прочее. Вот. То есть, я думаю, что и Лакобу обвиняли многие крестьяне, это были еще и свидетели, которые, в общем, говорили, когда он выступил, увидел, что такой оборот, что дошло до крайности, что сейчас могут многие пострадать.
И он начал как-то успокаивать, что мы решим этот вопрос, не надо. Они говорят, мы не поняли, недавно ты нас убеждал, что надо собраться, а теперь говоришь, расходитесь. Понимаете? То есть эти свидетельства есть. И, кстати говоря, есть в документах ОГПУ тоже о том, что Лакоба непосредственно как бы принимал в этом участие. То есть он пытался под видом как бы колхозных дел отменить совершенно другие. И учитывая то, что в Грузии колхозного строительства как такового не было в других формах, по всей вероятности и Сталин ему обещал о том, что если мы тихо проведем эту манипуляцию, то в Абхазии, по сути дела, колхозов не будет и ничего не будет. Но пока он был жив, Абхазия на самом деле оставалась той же республикой, которой она и была. Не автономной, а вполне независимой республикой до его смерти. Вот очень интересную вещь пишет Данилов. Кстати говоря, Данилов – это его псевдоним, конечно, потому что он сообщает о том, что его брат сидел вместе с доктором Анчабадзе, врачом, то есть это Зураба Вианорович отец. И что он подвергся страшным избиениям. Он вообще описывает это кошмар. Это водитель Лакоба, его забили до смерти, и он буквально гнил в камере. И потом вот доктор Анчабадзе, которого они не смогли узнать, настолько было обезображено его лицо и так далее. И это его брат, вот этого Данилова. Я думаю, что Данилов – это человек, который во время войны, скорее всего, или в плен попал, или что-то, и он не раскрывает своего абхазского имени. Но судя по тому, что он пишет и приводит даже расшифровку некоторых абхазских слов, конечно, это абхаз, потому что он изнутри так хорошо все это знает. Понимаете, что на самом деле эта работа вообще она была под запретом. Впервые, я помню ее, впервые обнаружил ее вообще в библиотеке, эту работу, Ардзинба Владислав Григорьевич. Потом я нашел эту работу, и ее опубликовал еще в 90-м году с Жорой Гулия. Материалы по истории Абхазии, и там была эта публикация. И вот что пишет. Вот через какое-то время, чтобы все успокоить, Лакоба уезжает в Москву. Вот. Они договорились, что там будут какие-то встречи и все такое прочее, что, в общем, как-то на тормозах спустит он. И люди поверили, что Лакоба поедет в Москву и там как-то решит этот вопрос. И вот что пишет Данилов. Через некоторое время сам Лакоба был вызван в Москву. Какие там велись разговоры, сказать трудно. Однако по возвращении главы правительства из Москвы коллективизация в Абхазии пошла совсем иными темпами, чем в остальном СССР. Кулаков как таковых не оказалось вовсе, никого не раскулачивали и не ссылали, верховых лошадей не обобществляли. Получилась коллективизация по форме, но не по содержанию. О переселении в Турцию, конечно, не было и речи. Видимо, Лакобе все же удалось на этот раз выпросить у своего приятеля, в скобках хозяина, в кавычках, страны, кое-какое облегчение для показательной курортной Абхазской республики. Берия и его сотрудники отлично знали, что Лакоба является противником коллективизации. Быть может, когда-нибудь история приподнимет занавес над этим трагически темным эпизодом. Мы же можем только высказывать догадки, какие разговоры и переговоры в это время шли между Москвой и Тифлисом. Вот дословно пишет в 1951 году Данилов в работе «Трагедия абхазского народа». На самом деле очень много интересного. Интересны также и последствия, о которых вот сообщает, между прочим, потом Куправа и сообщают другие авторы. Тот же Мушни Ласури, то есть Мушни Хашба. Мушни Хашба, оказывается, проникал туда в качестве переводчика, чтобы слушать, что и как. И очень интересно, он там все это описывает. Но интересная вещь здесь, знаете, какая? Что вот вдохновителями схода вот названы здесь 6 человек. Но среди них, кстати, нету Сита и Бженова, не называют, хотя он был вот основной фигурой. Дело в том, что в 1956 году тоже было расследование этого дела на причастность Лакоба вообще к этому сходу. То есть я хочу сказать, что этот вопрос был.
он стоял, все об этом знали. Я помню, Зураб Анчабадзе, когда нам читал лекцию, он всегда смеялся. Я говорю, что Лакоба колхозы вообще не признавал. Это был очень своеобразный, говорит, человек. И понимал, что это будет конец просто абхазской жизни, абхазскому укладу. То есть в этом плане он был, конечно, дальновидным и мудрым. Представьте себе, если бы прошла коллективизация так, как везде она прошла в России, сегодня бы у нас бы не было крестьянства, а кто такие абхазцы, были все крестьяне, 98%, наверное. И та война, которая у нас прошла в 92-93 году, благодаря крестьянству и Ткварчалу, который опять-таки все же он построил, индустриализировал этот город. Вот, ясно, что он был не только как промышленный город, промышленное предприятие, но он как в 17 веке со всех районов Абхазии брал людей, переселял, в общем-то, туда и создал буфер. По сути, создал буфер на пути картвельской колонизации, грузинской. И, в принципе, он отодвинул это все. И я думаю, что вот коллективизация, непроведение ее, в частности, вот в Абжуйской Абхазии, так как они оказались в самом сложном положении во время войны 92-3, плюс Ткварчал сыграли решающую роль. В этом плане можно говорить, конечно, о прозорливости этого человека, о том, что он себя повел так, что, конечно, это было меньшее зло. Он, конечно, не был на это согласен. Он пытался это избежать. Даже вот под таким методом пытался избежать. По сути дела, на грань поставил. Это, конечно, был авантюристический ход. Но он, видимо, как-то пытался вразумить, дать понять, но, естественно, они ничего не могли сделать. Я думаю, абсолютно ничего не могли сделать с этим. И вот, в частности, вот приводит Мушни Хашба, Кихирипа, Кадыр такой, Гунба через Н, Николай, Виссарион, Гунба, Ктыт, Бебе, Чечин, Чхапелия, Роман, Гагулия, Дзугуипа, тоже Роман. И, кстати говоря, половина из них это киаразовцы были, которые его когда-то поддерживали. Да, они были там как бы зажиточными людьми и все такое прочее, но, в общем-то, серьезных таких сроков или, ну, как вам сказать, наказаний, там, расстрелов не было. Там получили несколько человек какие-то сроки, причем я знаю, что не самые главные, так сказать, зачинщики этого дела, потому что есть письмо Лакоба, где он пишет Тбилиси, что надо там наказать еще 26 человек, а потом говорит, ну мы из них там несколько человек посмотрим, кого выбрать. То есть на тормозах явно это спускалось в письме к Мамуле, кажется. Это вот в работе Куправа это тоже есть. И вот что же интересно. Вот интересно все же, интересно реакция грузинских историков. Вот такой известный грузинский историк Зураб Папаскири, вы знаете, есть, небезызвестный, ястреб грузинский. А? Да, ну, история без фальсификации Абхазии. И вот что он пишет. Он, правда, говорит, вначале говорит, что вот такой-то он там фальсификатор, идеолог такого-то движения и все такое прочее. А когда текст читаешь, он пишет, вот с этим можно с ним согласиться. Здесь он тоже прав. Я таких 14 или 15 эпизодов здесь нашел. Вообще хочу ему потом ответить по этому поводу. И вот он касается этого вопроса 1931 года. И что он пишет? Лакоба, на наш взгляд, совершенно обоснованно указал на взаимосвязь многодневного всенародного схода абхазов с изменением политико-государственного статуса Абхазии. По мнению абхазского ученого, именно всеобщее недовольство народа преобразованием договорной ССР Абхазии в автономную республику в составе Грузинской ССР явилась главной причиной грандиозного схода. Вопрос о колхозах послужил лишь поводом к выступлению. Вот почему и нам вслед за Лакоба представляется, что настоящей причиной выступления абхазов в феврале 1931 года было недовольство, вызванное именно упразднением договорной республики. Вот что он пишет, страница 259. Я думаю, что это очень интересный, конечно, факт. И люди, которые, наши историки, сначала, казалось, вот настороженно к этому отнеслись, даже вот Бачгур Иснатович Сагари, потом соглашались с тем, что это так. И вот в этой работе Кубрава он, в принципе, тоже пишет, что хронологически и по данным, те, которые есть, скорее всего, это так и было.
В смысле, одно было связано с другим, понимаете? Вот очень много у нас говорят, да, о разных там теориях, там заговора и так далее, но это на самом деле всегда присутствует, и есть определенные интересы, вот как говорил на предыдущей лекции Аслан Авицба, но здесь вот была очевидная попытка руководства Абхазии, и при этом надо учитывать, что очень многие в руководстве Абхазии была внутренняя оппозиция очень сильная, которая говорила, что нужно проводить коллективизацию. Тот же самый Ефрем Эшба, например, в этот период говорил, что Лакоба лукавит, что есть все условия, надо проводить сплошную коллективизацию. Понимаете, вот как менялись события исторические и вот межличностные отношения. Там же все непросто очень было, понимаете? Но то, что это были выдающиеся деятели для своего времени, и то, что они сумели как бы не допустить большего зла, это совершенно очевидно. Это нельзя этого не видеть и не замечать. Я почему говорю, даже такие наши крупные историки, как Сагария и Куправа, они, в общем-то, с пониманием относились к этому и к материалам, которые были опубликованы. Я думаю, что будут еще какие-то в дальнейшем, возможно, документы выплывут, которые еще больше нам прояснят эту ситуацию. Но для меня, например, совершенно очевидно, что таких совпадений не бывает. Всенародный Дурипский сход, конечно, феномен в нашей абхазской истории. Тут, как правильно говорилось в самом докладе, в нашей истории народные сходы играли очень важную роль, скажем так. Об этом свидетельствует как и история, так и современность. Но если возвращаться к событиям февраля 1931 года, все-таки мы должны понимать, что и иметь в виду, что события 1931 года начались не просто так. И совпадение, конечно, я согласен с Исламом Засимовичем, когда он говорит, таких совпадений не бывает просто, что сход начинается 18-го, а съезд Советов Грузии, который принимает решение, как бы формально он называется, что он соглашается с решением, принятым в Абхазии, начинается 19-го. То есть это не случайное совпадение. Но мы должны понимать и другое, что недовольство абхазцев колхозным строительством, комсомольцами, партийцами, вообще советской системой, которая тогда складывалась, да, еще имело место в 1929-30 годах. Конечно, в то время не было таких масштабных выступлений, но были выступления. То есть, что случилось? Почему абхазцы, участники Дурипского схода, жаловались на Нестора Лакоба и говорили, что мы с тобой стояли рядом, вместе приносили свободу, советскую власть, а сейчас ты нас не хочешь слушать и так далее. Другое дело, что он не во всем мог их послушаться, и он не мог делать все, что ему хотелось бы, потому что он был под системой. То есть он не мог менять систему, он должен был подстраиваться под систему. И ведь мы знаем, что политика – это искусство возможного, и он, исходя из исходя из существующих реалий, старался добиться максимума, чего можно для того, чтобы сохранить традиционный уклад жизни. А традиционный уклад жизни не вписывался ни в колхозы, ни в советскую систему, ни в партийную комсомольскую систему, во всяком случае. И поэтому ожидания абхазского народа, которые они связывали с установлением советской власти. До этого говорилось, в прошлой лекции Станислава Семеновича говорилось, что советскую власть абхазцы восприняли как избавление от грузинского меньшевизма и освобождение от них. Да? А тут получается, что они избавились от грузинского меньшевизма, но получается другая зависимость, которая для них уже без разницы, от кого зависит. Что грузины и тут меньшевики вместе со своим Мазнишвилем устанавливают
порядок, что и комсомольцы очень ретиво устанавливают те порядки, которые не вписываются в традиционный уклад жизни абхазцев. Значит, как всегда, как было и в XIX веке, как было и раньше, можно, если допустимо, да, сказать, что абхазцы все-таки в этом движении защищали свой традиционный уклад жизни, которому мешали колхозы и партийно-комсомольские дела. Ну, тут и вмешалось, конечно, то, что статус Абхазии в это время, да, мы уже говорили, статус Абхазии был понижен, и это не случайное совпадение. И то, что, конечно, Станислав Семенович говорит, роль Нестора, если мы будем считать, что это действительно так, да, получается, что действительно чуть-чуть авантюрно, да, не говоря своему народу, зачем тебе это нужно, и поднимать народ на такого рода мероприятия, конечно, было очень рискованно. И для него самого, в первую очередь. Просто мы знаем, что советская система такая система, как снежный ком, да, и любая тоталитарная система, она как снежный ком, который катится сверху, да. Если ты окажешься впереди снежного кома, тебя просто закатает в этот ком. Да? И Нестор Лакоба, конечно, рисковал оказаться человеком, который оказался на пути снежного кома. Если это было так. Вот мы тут говорили, что именно 14 февраля в доме Тарнава в Лыхнах, там с участием 4 деятелей состоялся вот там Гунба Ктит, Гунба Виссарион, Усман Гумба, да, которых называют. Кстати, очень часто в этих документах Усман Бутба, да, из Гурхука, да. В этих документах очень часто фигурируют имена Гунба Ктит и Гумба Виссарион. То есть вы здесь называли работу Куправа. Куправа ссылается на работы, которые находятся сегодня только в Тбилиси, в архиве. Наш архив, вы знаете, сгорел, и мы не имеем этих архивов. И одно дело, тут многие в курсе, мы сегодня, к большому счастью, благодаря нашему первому президенту, то есть из его архива они доступны нам. Там около 200 документов, свыше 200 документов, посвященных Дурипскому сходу, но представляющие себе сведения осведомителей, которые сообщали о каких-то вещах, докладные записки районных представителей ОГПУ и другие документы. И они представляют себе очень большой интерес не только для понимания феномена Дурипского хода, а вообще для понимания тех событий, которые происходило в то время. И вот насчет последствий. Последствия все-таки были не столь благодушными, как нам могут казаться. Да? Тогда были аресты, были перестрелки, просто людям предлагали сдаваться, тому же Гунбактиту, как одному из главных организаторов, да? И он переходил с места на место, жил у своих родственников, и в некоторых местах устраивались засады, и в возникавших перестрелках погибали люди в 1931 году. Если говорить о самом значении Дурипского схода, то я могу процитировать Ермолая Аджинджел, нашего известного историка, который нигде не публиковал, но просто сказал, это, говорит, одно из величайших событий в нашей истории. Наверное, верно действительно, что копилось, и вот это стало той последней каплей, которая привела к открытому возмущению. Может быть, Лакоба, как говорится, действительно Нестор Аполлонович рискнул, да, и
кто-то может сказать, что рискнув, он ничего не выиграл, да, потому что как бы автономию Абхазия стала автономной, а колхозы ввели. Но если подумать, да, то мы действительно выиграли очень многое, потому что, наверное, судьба договорной республики была бы решена в любом случае, а та форма коллективизации, как справедливо указывал Станислав Засимович, это было нечто особенное в рамках бывшего Советского Союза. И, к сожалению, после смерти Лакоба, что такое коллективизация, абхазы все же узнали, да, когда она стала проводиться гораздо в более жесткой и жестокой форме. В самые тяжелые времена абхазский народ собирался и, обсуждая события, принимал правильные, судьбоносные решения. Может быть, и поэтому по сей день наш народ не канул в лету. Мы же с вами прощаемся. До новых встреч!